Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами поговорим сегодня о комплексе мер по минимизации последствий санкций для российской экономики, для граждан нашей страны. Мы с вами в контакте по этим вопросам практически ежедневно. Вот сейчас только с председателем правительства некоторые вопросы обсуждали. Давайте начнем. Как раз я хотел бы предоставить слово Мишустину Михаилу Владимировичу, чтобы он начал нашу дискуссию, наш разговор. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, по вашему, Владимир Владимирович, поручению правительство ведет работу по повышению устойчивости экономики в условиях беспрецедентного усиления внешнего давления. Сформирован специальный штаб, он координирует деятельность всех ведомств, в том числе на региональном уровне, с привлечением представителей бизнеса, объединений, экспертного сообщества. Практически в круглосуточном режиме и без выходных ведется мониторинг ситуации. Прорабатываются шаги по защите наиболее уязвимых сфер. Для этого предусмотрено отраслевое деление, чтобы при подготовке решений были максимально полно учтены все аспекты работы конкретных секторов или предприятий. В качестве главных задач мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидацию нарушений логистических и производственных цепочек и, конечно, сохранение занятости. Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям. Оперативно подготовлены уже два законодательных проекта с первоочередными антисанкционными мерами. Всего это порядка 20 законопроектов и необходимые для их реализации правительственные акты. В них вошли конкретные предложения по стабилизации финансовых рынков, поддержке ряда отраслей, устойчивости отечественного бизнеса и также по возвращению капиталов в российскую юрисдикцию. Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организаций и рабочих мест. Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию. Что касается отраслевых решений, по согласованию с вами, Владимир Владимирович, мы подготовили целый комплекс мер для помощи IT-индустрии. В него, в частности, входит освобождение всех профильных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. И, конечно, будем дальше создавать условия для привлечения специалистов в этот сектор экономики. Мы предложили меры и для поддержки строительной сферы. Упростим разработку градостроительной документации и процедуры проведения публичных слушаний по ней, а также регистрацию прав на построенные объекты. Ускорим предоставление земельных участков. При необходимости будем продлевать действующие договоры аренды земли. Все это позволит отрасли стабильно работать. Если говорить о защите интересов транспортных компаний, то мы поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. Предусмотрим ограничения для стран, которые запрещают нашим морским судам входить в их порты. Мы постараемся нивелировать влияние международных организаций на работу российского железнодорожного транспорта. Преференции получит и туристическая индустрия. Обнулим налог на добавленную стоимость для тех участников рынка, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Такое условие будет действовать для них в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию гостиниц либо других средств размещения, в том числе после реконструкции. Льготы смогут получить и владельцы уже существующих отелей. Так мы поддержим отрасль и дадим ей новые возможности для развития. Ряд решений коснется не только малых и средних предприятий, но и крупных, в том числе системообразующих. Компаниям сейчас нужно оперативно переналадить свои производственные и логистические связи. Для этого был введен запрет на реэкспорт в присоединившиеся к санкционным ограничениям страны, ранее ввезенных в Россию оборудования и комплектующих. Особое внимание мы уделяем аграриям. Это не только рабочие места, но и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Сейчас крайне важно не допустить срыва посевной, который уже идет в некоторых регионах. Сельхозпроизводители смогут на полгода перенести свои платежи по основному долгу, по льготным инвестиционным кредитам, которые им предоставляло перечислить банкам в ближайшие 3 месяца. И еще на год пролонгировать краткосрочные займы, чтобы уменьшить нагрузку. В обоих случаях речь идет о тех кредитах, срок пользования которыми истекает в текущем году. Для снижения издержек бизнеса предлагаем максимально сократить число избыточных процедур. В исполнении подписанного вами закона подготовлено постановление о продлении сроков действия лицензий и иных видов разрешительных документов, их упрощенном получении и переоформлении. Мера эта затронет более 120 видов таких разрешений. Кстати, общее число больше 2,5 миллионов. Также упрощаем требования к соблюдению некоторых мер технического регулирования. Уже введен мораторий на проведение практически всех плановых контрольных мероприятий и внеплановых, если они не связаны с угрозой жизни или здоровья людей. Предлагается исключить более 150 тысяч плановых проверок. Еще одно решение. Перенесение сроков вступления в силу ряда обязательных требований к бизнесу. В текущих условиях они не могут быть соблюдены ввиду технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий. Мы понимаем масштаб трансформации, которую предстоит пройти нашей экономике для того, чтобы стать еще более крепкой. Базовым принципом экономического реагирования останется максимальная свобода хозяйственной деятельности внутри страны, минимизация регулирования и контроля и, конечно, поддержка рынка труда. Правительство будет расширять импортозамещение, помогать отечественным производителям замещать зарубежную продукцию в цепочках поставок. Уважаемый Владимир Владимирович, проработку антисанкционных мер мы ведем на системной основе. Подготовленный план действий будет постоянно пополняться, исходя из развития событий, приниматься поэтапно и оперативно. Мои заместители и руководители ключевых ведомств более подробно расскажут о направлениях наших действий. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Владимирович. Ясно, что в такие моменты, конечно, всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, их просто нету. Да, есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, но я об этом еще и сам скажу, и попрошу высказаться на этот счет наших коллег. Пожалуйста, Антон Германович, о мерах по стабилизации внутреннего финансового рынка. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. За последние 2 недели западными странами развернута, по сути, финансовая и экономическая война против России. Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы. Всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле. Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом. В этих условиях первоочередной приоритет для нас – стабилизировать ситуацию в финансовой системе, обеспечить ее бесперебойную работу. Для этого мы приняли целый ряд мер. В первую очередь, приняты меры по контролю за оттоком капитала из страны. Это касается трансграничных операций компаний и граждан. Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов. Приняли меры для привлечения нашего капитала в страну. Для этого установили обязательную продажу валютной экспортной выручки, повысили рублевые процентные ставки, отложили на 2 года введение налога на доходы физических лиц по процентным
доходам, освободили от НДС покупку золота, запустили масштабный проект по амнистии капитала. Также налажена бесперебойная работа финансовых организаций. Они полностью обеспечиваются ликвидностью страны ЦБ, ослаблены регуляторные требования. Для пополнения капитальной базы банков мы готовы скорректировать и дивидендную политику. Меры уже дали первые результаты. Стабилизируется ситуация с оттоком депозитной базы. Объем снятия наличных денег практически прекратился. При том, что в предыдущие дни этот процесс был достаточно значительный. Выправляется ситуация с платежным балансом. Поступления по текущему счету балансируют потоки капитала. Правительство совместно с Банком России будет и дальше принимать меры по обеспечению устойчивости финансовой системы. Значит, я кратко хотел бы несколько слов сказать о бюджете. В целом ситуация бюджетной сферы находится под контролем. Ожидается снижение нефтегазовых доходов, но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов. Направим эти доходы на сокращение заимствований и госдолга в нынешних условиях и на финансирование приоритетных расходов. Будем координировать наши действия в сфере бюджета с Центральным банком. Важно не допустить раскрутки инфляции. Главный приоритет сегодня для бюджета – это исполнение социальных обязательств. Мы своевременно в полном объеме обеспечим выплату пенсий, пособий, заработных плат, других выплат. В плановом порядке осуществляется также и лекарственное обеспечение, в том числе детей со сложными заболеваниями за счет сформированного фонда «Круг добра». В мае уже начнутся новые выплаты для семей с детьми, семьи, которые имеют невысокие доходы. Учтем дополнительные расходы в бюджетной системе на эти цели. Правительством начата реализация антикризисных мероприятий. Главный приоритет – это сохранение занятости, рабочих мест, поддержка людей, которым необходима помощь в нынешней ситуации. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я вот что хотел бы сказать. У нас достаточно проработанные программы развития принятые. Вот по всем этим программам нужно, конечно, внимательно работать. Причем я имею в виду бюджетные программы всех уровней. Я знаю, что вы, ваше министерство, Министерство экономического развития под руководством председателя правительства, все это анализируется, решения соответствующие принимаются. Вчера только мы обсуждали это с председателем и с вами. Дополнительные механизмы нужно, тем не менее, вырабатывать, обеспечивающие устойчивость региональных бюджетов. Мы все знаем об этом, я прошу просто обратить на это внимание. Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, экономики, то мы с вами хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит, тем более, что мы все свои обязательства выполняем. Еще раз хочу подчеркнуть, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. Заместитель председателя правительства Нового говорил об этом пару дней назад. Все в полном объеме. В полном объеме. Все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям. И в Европе, и в других регионах мира. 100% загружено даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт. Мы все это делаем. А цены там растут. Но не по нашей вине. Это результат их собственных просчетов. Нечего на нас сваливать. То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты в Соединенных Штатах. Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок. Цены там высокие. Инфляция беспрецедентно высокая. Наверное, достигла исторических максимумов.
результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. И это очевидная вещь для экспертов, потому что поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина, а цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями для того, чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население. Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций. То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь. Но мы вместе с нашими партнерами, с теми, кто не признает этих незаконных действий, безусловно, найдем решение по всем проблемам, которые пытаются нам создать. Ну а возвращаясь к самому началу, все-таки хочу еще раз вас попросить повнимательнее посмотреть на возможные дополнительные механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов. В целом там все у нас все стабильно, спокойно. Я с руководителями регионов разговариваю каждый день. И просто хочу обратить на это ваше внимание, чтобы вы вовремя поддерживали. Да, пожалуйста, Котяков Антон Олегович. По поводу решений, связанных с дополнительными выплатами на семьям, имеющим детей от 8 до 16 лет включительно. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению проработан механизм предоставления нового пособия на детей от 8 до 16 лет включительно семьям с низкими доходами. Эта мера станет частью поэтапно выстраивающейся целостной системы поддержки семей с детьми. Сейчас уже помощь получают нуждающиеся беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки. Это свыше 200 тысяч будущих матерей. Это родители детей до 3 лет, семьи с детьми от 3 до 7 лет. Выплаты назначены таким семьям, в которых воспитывается более 5 миллионов детей этого возраста. С 1 июля прошлого года, напомню, поддержкой в размере половины прожиточного минимума охвачены и одинокие родители. Это 1,6 миллионов детей в возрасте также от 8 до 16 лет включительно. Все эти меры обеспечены финансированием в полном объеме. Мы держим на контроле своевременность перечисления средств и ведем по ним постоянный мониторинг обращения граждан. На портале госуслуг мы создали отдельный канал для обратной связи, анализируем поступающие вопросы от наших граждан, в том числе совершенствуем и предоставление самого механизма предоставления пособий. Уважаемый Владимир Владимирович, новой выплатой смогут воспользоваться семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Новая мера охватит семьи с 5 миллионами детей этой возрастной категории. И теперь остановлюсь о механизме предоставления данного вида поддержки. Размер пособия будет дифференцирован. В зависимости от доходов семьи оно составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это от 6150 рублей до 12300 рублей. Если в семье несколько детей соответствующего возраста, то выплата будет назначена на каждого ребенка. Пособие является адресным, как и сейчас при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет. К оценке нуждаемости семьи будет применен комплексный подход. Он обеспечивает учет особенностей жизненной ситуации семьи, позволяет оценивать ее доход, имущественную обеспеченность и вовлеченность в занятость. Пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, без сбора лишних справок и документов от заявителя. Оператором выплаты будет пенсионный фонд. Заявление граждане смогут подать с 1 мая на портале госуслуг, а также в МФЦ, либо в отделениях пенсионного фонда. Еще раз подчеркну, подавляющему большинству наших граждан не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные справки. Необходимые для назначения сведения фонд получит из государственных информационных систем. Как вы и поручали, Владимир Владимирович, пособие будет назначаться с 1 апреля. Поясню, если семья обратится в начале мая,
то в мае родители получат выплату сразу же за 2 месяца, за апрель и за май. Если семья обратится в конце мая, то в июне придут средства сразу за 3 месяца, за апрель, май и июнь. Граждане, которые сегодня получают пособие для одиноких, пособие как одинокие родители, с 1 мая также смогут подать заявление и перейти на новую выплату. В этом случае старая выплата автоматически прекратится, а семья начнет получать новые пособия по общим правилам, то есть в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Совместно с Пенсионным фондом и субъектами Российской Федерации мы отработали пошаговый механизм предоставления новой меры поддержки и завершаем подготовку необходимых нормативных документов. В общей сложности на предоставление данного пособия из бюджетов всех уровней будет направлено более 500 миллиардов рублей. Спасибо за внимание, Владимир Владимирович. Да, спасибо большое. Надеюсь, что эта работа будет организована должным образом. И просил бы вас уделять этому внимание соответствующее, для того, чтобы все цели, которые мы здесь перед собой поставили, были достигнуты. В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, там не больше, по-моему, 20 тысяч рублей. И этой льготой воспользовались семьи, где проживает 400 тысяч детей. Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая. Надо только заранее все это сделать и оповестить граждан, людей наших, что такая программа будет реализована и в 2022. Владимир Владимирович, мы совместно с коллегами из правительства эту задачу выполним. Спасибо. Спасибо большое. Патрушев, пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Агропромышленный комплекс, включая перерабатывающие предприятия, работает у нас в штатном режиме. Ситуация на рынке продовольствия стабильная. Продукция своевременно поставляется в торговые точки. Постоянно находимся на связи с субъектами и Минпромторгом. Далее. Озимыми у нас засеяно 19 миллионов гектаров. Более 96% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это больше, чем годом ранее и выше среднемноголетнего уровня. Сейчас мы входим в важнейший этап – это весенние полевые работы. Несмотря на внешние ограничения, своевременная готовность была обеспечена заблаговременно. Работы стартовали раньше, чем в 2021 году. Мировой сев проведен на площади более 200 тысяч гектаров. Произведена подкормка около 3 миллионов гектаров озимых культур. Общая посевная площадь 2022 года по планам составит 81,3 миллиона гектаров. Практически на миллион гектаров больше, чем годом ранее. В том числе увеличены посевы зерновых, зернобобовых, масличных культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта. К началу работ в каждом регионе обеспечивается своевременная готовность семенного материала и сельхозтехники. Добавлю, что мы продолжаем работу по обновлению парка. В 2021 году аграрии приобрели 63 тысячи единиц техники и оборудования, из которых более 10 тысяч за счет специальной программы Росагролизинга. Подчеркну, что в текущем году льготный лизинг сохраняется на прежних условиях, то есть без первоначального взноса по ставке от 3 до 6% на срок до 8 лет. Перебоев с поставками КСМ не зафиксировано. С коллегами из Минэнерго внимательно следим за этой ситуацией. Что касается минеральных удобрений, их доступность и ценовая ситуация на постоянной основе контролируются в рамках специального межведомственного штаба. Ситуация в целом стабильная. В целом в 2022 году по прогнозам аграрии приобретут 5 миллионов тонн, что на 500 тысяч тонн больше уровня 2021 года. Планку по внесению удобрений мы не снижаем. Объем в среднем по стране должен достичь 60 килограммов на гектар пашни. Это на 5 килограммов больше прошлогоднего показателя. Наконец отмечу, что трудовых ресурсов для проведения весенних полевых работ у нас достаточно. Уважаемый Владимир Владимирович, в завершении информации о весенних полевых работах еще раз подчеркну, что подготовка к ним со стороны заинтересованных ведомств, субъектов и самих аграриев организована полноценно и своевременно.
Рассчитываем, что урожай зерна составит около 123 миллионов тонн, масличных 22,6 миллиона, сахарной свеклы 41,5 миллиона тонн, картофеля в организованном секторе 6,8 миллиона, овощей открытого грунта в организованном секторе 5,2 миллиона тонн. Теперь коротко по другим направлениям АПК. Что касается животноводства. По предварительным прогнозам, производство скота и птицы в 2022 году составит около 16 миллионов тонн. Молока 32,5 миллиона. Это чуть выше показателей прошлого года. По рыбохозяйственному комплексу прогноз добычи водных биоресурсов на 2022 год превышает 5,1 миллиона тонн. Производство аквакультуры около 387 тысяч тонн. Это также больше, чем годом ранее. Предприятия перерабатывающей промышленности также продолжают непрерывно работать, обеспечивая бесперебойное снабжение населения продовольствием. Индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности по прогнозам в 2022 году составит 101%, напитков 102%. Таким образом, еще раз хочу подчеркнуть, что продовольственная безопасность нашей страны обеспечена. Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. Кроме того, отмечу, что мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства. Что касается текущей поддержки АПК, средства, предназначенные сельхозтоваропроизводителям, еще в декабре 2021 года направлены в регионы. Сейчас контролируем их доведение до конечных сельхозтоваропроизводителей. Все ключевые механизмы господдержки сохранены. Тем не менее, конечно, в текущей ситуации аграриям и переработчикам необходима дополнительная поддержка. В 2022 году сегмент малого и среднего бизнеса, в том числе в АПК, освобождается от плановых проверок. Усилена программа льготного кредитования. Это особенно актуально в период сезонных полевых работ. Правительством принято решение увеличить в 2022 году лимиты на льготное кредитование на 25 миллиардов рублей. Кроме того, аграрии получили возможность пролонгации на год уже выданных краткосрочных кредитов. Далее, предусмотрена отсрочка на полгода выплаты основного долга по льготным инвесткредитам, срок которых истекает в 2022 году. Совершенствуется поддержка и других направлений АПК. В частности, для обеспечения возможности приобретения сельхозтехники и оборудования Росагролизингу дополнительно выделено 12 миллиардов рублей. Как я уже сказал, льготные программы продолжают действовать. 2,5 миллиарда рублей выделяется производителям хлеба, и еще 2 миллиарда будет направлено на субсидирование транспортировки минеральных удобрений, зерна и прочей сельхозпродукции. Кроме того, поддержка возможна за счет механизма государственных интервенций. В текущем году начнем закупки зерна у аграриев в интервенционный фонд. Также в 2022 году появится возможность приобретать фонд сахара. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Хорошо, спасибо большое. Мы с вами позавчера, по-моему, обсуждали эти вопросы. Знаю, что планы на урожай, виды на урожай, в целом прогноз хороший, и уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов, и трудно им будет, реально трудно будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия. Но мы сейчас еще к этому вернемся, поговорим. Я бы в этой связи хотел комментарии услышать со стороны Мантурова Дениса Валентиновича, потому что работа сельхозпроизводства тесно связана и с тем, как обеспечивается эта работа со стороны промышленности и нефтянки. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, начну с торговли продуктами питания. Несколько дней в магазин идет действительно большой наплыв покупателей, которые запасаются впрод продуктами первой необходимости. Это прежде всего товары длительного хранения, крупы, сахар, макароны, консервы, мука. Поэтому наша приоритетная задача – обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки. Здесь нам помогает опыт первой волны ковида, когда была выстроена цепочка взаимодействия между Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрансом, ФАСом, регионами. И вот совместный контроль
товаропроводящей сети позволяет балансировать спрос и предложение. Это подтверждают и сами магазины, и данные Федеральной налоговой службы. Отдельные могут быть паузы, безусловно, с поставкой одномоментно во все магазины, но это только связано с перестройкой каналов поставок, при этом по большинству социально значимых товаров у сетей сформированы достаточные запасы. По сути, мы повторяем опыт марта 2020 года. На стабилизацию ситуации ушли считанные дни. Причем все граждане это видели своими глазами и могут убедиться в том, что это будет сделано и делается сегодня. Теперь, что касается цен. Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов. Но у нас, как сказал и Дмитрий Николаевич, более 90% социально значимых товаров производится в России. Правительство приняло решение поддержать как аграриев, так и торговлю. В ответ мы рассчитываем, что все участники рынка будут сдерживать цены на продукты массового спроса. У нас уже есть немало положительных примеров, когда крупные сети добровольно минимизируют товарную наценку, а издержки перекладываются на товары средней и премиальной категории. По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу не прибегали. И в текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае при необоснованном росте цен. При этом нужно максимально высвобождать предпринимательскую инициативу, о чем, Владимир Владимирович, вы недавно говорили. Мы должны снять все избыточные ограничения по ярмаркам, рынкам, нестационарной, мобильной торговле, по свободному доступу на них продуктов частных подворий. При вашем согласии мы готовы будем оперативно разработать и представить в правительство проект указа о дальнейших мерах по обеспечению свободы торговли. Теперь, что касается промышленного блока. Главная задача сегодня обеспечить работу заводов и фабрик с акцентом на ускорение импортозамещения. По всем отраслям определены комплектующие и сырье, необходимые для производства конечной продукции. Часть номенклатуры мы уже производим и будем наращивать ее объемы. Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности, льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов. Приоритетами для опережающего импортозамещения является авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия и, конечно, фармацевтика. В последние 10 лет в этой отрасли мы нарастили компетенции и производственные мощности. И ситуация с пандемией это лишний раз подтвердила. Построено около 60 современных заводов. Все наши предприятия, в том числе с иностранным участием, продолжают работу в нынешних условиях и выражают готовность оставаться на нашем рынке. Следующий этап импортозамещения нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкологические, сердечно-сосудистые, орфанные, ВИЧ, диабет и ряд других. Буквально за последние 2 года у нас построены заводы по синтезу субстанций в Москве, в Санкт-Петербурге, Кургане и в Братске. Они продолжают расширять как мощности, так и свой номенклатурный ряд. Остальной объем сырья для отрасли мы пока сможем импортировать из дружественных для нас стран, это Китай и Индия, которые, кстати, являются основными поставщиками для всего мира. И в целом, Владимир Ильич, наши предприятия промышленности и торговли
переведены на сегодняшний день в режим усиленной работы. Доклад окончен. Хорошо, спасибо большое. Я вот что хочу подчеркнуть. И мы об этом многократно раньше говорили. Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как вот и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальные решения этих вопросов. Есть еще некоторые вещи, на которые следует обратить внимание. Ну, например, мы уже говорили про энергетику, проблемы, которые нам пытаются создать в сфере, финансовой сфере, связанные с финансированием известных сделок, в логистике, в страховке, они уже сказываются на ценах на энергоносители на мировых рынках. Но есть другая очень важная сфера, о которой здесь вы упоминали, коллеги сегодня сказали вот только что, это удобрения. Чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких вот этих событий, связанных с Украиной. Она и без того сложная была. Сейчас она усугубляется. Потому что Россия и, кстати, Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. И если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены и так запредельные уже, они еще больше вырастут. А это, в свою очередь, будет влиять на конечный продукт, на продукты питания. И я уже говорил об этом, мы с вами обсуждали несколько месяцев назад, что мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке. Поэтому нам прежде всего нужно обеспечить необходимый объем удобрений на нашем рынке, нашим сельхозпроизводителям. Но у нас есть ресурсы, мы можем, готовы поставлять нашим иностранным партнерам. Повторяю еще раз, если будут создавать какие-то проблемы в этом смысле для нас, то негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Они просто неизбежны. Цены еще больше подрастут. И это скажется на решении ряда гуманитарных проблем, в том числе в отношении тех стран, у которых и так есть проблемы, без того есть о чем думать с точки зрения снабжения своих граждан продуктами питания. Вот это обстоятельство нужно, безусловно, учитывать. И, как вы знаете, с теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к нашей стране, к России, у нас есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребностей в минеральных удобрениях. В этом заинтересованы и наши поставщики, не те страны, о которых я сейчас сказал. Я прошу вас тоже обратить на это внимание и, безусловно, обеспечить эти договоренности с нашими иностранными партнерами. Для них это очень важно. Позволите, Владимирович, прокомментировать? Да, пожалуйста. Я буквально на днях проводил с коллегами отрасли минеральных удобрений совещание. Мы приняли общее решение временно ограничить сейчас поставку удобрений на внешние рынки. Связано это в первую очередь не с тем, что мы хотим кому-то создать проблемы, а с тем, что нам создали проблемы, связанные с логистикой. Корабли не грузят европейских перевозчиков
значит, нашу продукцию. И с учетом того, что не стоять на загрузке, значит, и ждать у моря погоды, мы перешли сейчас на временную профилактику и ремонт оборудования. Это происходит каждый год, просто мы сейчас, с учетом вот этого простоя, будем это делать до тех пор, пока не разрядится ситуация с точки зрения доступа нам на логистические коридоры. И, естественно, мы никому, еще раз говорю, не хотим создавать проблемы, и уж тем более там вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение, дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретают нашу продукцию. Полностью с вами согласен. Это касается как энергоносителей, нефти, все то же самое происходит. И газа, в том числе сжиженного газа. Это касается, безусловно, и удобрений, некоторых других товаров, там, металлов и так далее. Химической продукции в широком смысле этого слова. А вот что касается удобрений, то, безусловно, будет иметь, если это будет продолжаться дальше, это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом. Повлияет и на макроэкономические показатели, потому что рост инфляции неизбежен в этом случае, просто неизбежен. Хорошо, давайте пойдем дальше. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, о стройке. Уважаемый Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке, системной работе правительства с регионами, в прошлом году, несмотря на пандемию, у нас были достигнуты исторически высокие показатели в области жилищного и дорожного строительства. Мы ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это самый большой ввод за всю историю нашей страны. Это на 13% выше, чем в 2020 году. Мы уложили 162 миллиона квадратных метров асфальта, это на 12 с лишним процентов выше, чем в предыдущий год. Это также самый высокий показатель за всю историю ремонта и строительства дорог в нашей стране. При этом мы набрали такие хорошие темпы, что за 2 месяца этого года ввод жилья по сравнению с аналогичным периодом также на 31% больше. Большое количество семей, 4,2 миллиона семей или почти 10 миллионов человек улучшили свои жилищные условия. И, конечно же, эти высокие показатели требуют от нас принятия больших системных мер по поддержанию вот этого набранного темпа. Мы создали антикризисный штаб, подготовили антикризисную программу, в которую вошло более 100 пунктов, из которых часть – это общесистемные меры, которые мы на уровне федерального правительства совместно с коллегами разрабатываем и внедряем в жизнь. Часть мер, которых мы проработали отраслевые. Вся наша работа делится на 3 основных направления. Первое направление – это поддержка жилищного строительства. У нас на сегодняшний день почти 7 миллионов семей являются заемщиками по ипотеке. Более 3 триллиона средств граждан собрано в ипотечные кредиты. И вот прошлый год у нас также был самый большой по ипотеке по показателям. Мы выдали 1,9 миллионов кредитов, из них на 5,7 триллионов рублей. Из них четверть, почти на 2 триллиона, на поддержание новой стройки. И, конечно же, жители очень заинтересованы и ждут своих квартир. И в связи с этим мы ключевые меры, которые сейчас предлагаем, это поддержать спрос через ипотеку на уровне прошлого года. Для этого, Владимир Владимирович, мы ключевое решение пока приняли: ни одну льготную программу ипотеки, несмотря на рост ставки, мы не сократили. И программа молодых семей, и сельская ипотека, и дальневосточная, и льготная ипотека 7%, все сохранены. И сегодня мы видим, что за неделю прирост по этим ипотечным программам составил от 30 до 60%. Это первый набор мер. Как бы это ни было тяжело. Второе. Значит, мы подготовили с Министерством финансов, с Центральным банком дополнительные меры поддержки. На случай, если нам будет не хватать объема средств до вот этого планового показателя в 2 триллиона, у нас еще подготовлен набор мер. Также мы посмотрели подходы, связанные со счетами эскроу. У нас, к счастью, большое количество денег, как я сказал, уже более 3 триллионов на счетах эскроу. Как более эффективно их использовать и при этом достроить дома высокой степени готовности. Второй набор мер.
мы подготовили по поддержке застройщиков. Он состоит из того, чтобы все-таки компенсировать часть ставки, чтобы работать над предложением, чтобы все начатые дома продолжали строиться. Смотрим сейчас по мониторингу, по мере необходимости эти меры будем внедрять. Второе ключевое направление нашей работы – это обеспечение своевременного, качественного, кассового и физического исполнения основных программ с участием федерального бюджета и всех региональных бюджетов. Владимир Владимирович, сегодня штаб проводил с губернаторами регионов. Пока все регионы подтверждают наши программы как минимум по дорожному строительству. И спасибо огромное, несмотря на сложную финансовую ситуацию, вчера постановлением правительства мы раскрыли дополнительно 163 миллиарда на финансирование дорожной отрасли. Это позволит построить несколько сот километров новых дорог и тысячи километров дорог отремонтировать. У нас в дорожном строительстве, Владимир Владимирович, 95% доля российской составляющей 95%. Мы не зависим от импорта практически. Поэтому мы можем спокойно работать по этому направлению. И сейчас работаем вот в ручном режиме, снимаем, где кому что мешает. Приняли целый ряд решений, которые позволяют быстро менять проектные решения, технические решения, проводить замену оборудования, материалов в активном режиме, где-то без повторной экспертизы, где-то с ускоренной повторной экспертизой. Третье направление – это по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Вы нам ставили задачу на 30% сократить инвестиционно-строительный цикл. Владимир Ильич, мы подготовили пакет мер, который позволяет снять еще дополнительно 350 согласительных процедур. Значит, активно это отрабатываем. 2000 обязательных процедур, у нас вот 3800 осталось всего обязательных процедур в строительстве. Еще 2000 процедур обязательных мы переведем в рекомендательные нормы. Хочу отметить, что кроме мер по сокращению, по упрощению регистрации недвижимости, по предоставлению земельных участков, мы также предусмотрели меры и в сфере ЖКХ для защиты прав граждан и снижения финансовой нагрузки, чтобы нагрузка сегодня все-таки минимально ложилась на граждан. Мы отработали меры по долевому строительству, по регистрации прав недвижимости и еще по возможности быстрого оперативного изменения всех контрактов. Владимир Ильич, несмотря на все сложности, мы считаем, что эта ситуация для нас – это окно возможностей. Мы сейчас должны оперативно пересмотреть все наши возможности по локализации производства, по изменению новых логистических цепочек, по переизменению структуры управления. И я надеюсь, что все предложенные наши меры позволят минимизировать нам потери в строительной отрасли. И строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления и развития экономики нашей страны. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Да, спасибо большое, Марат Шахризадович. Важно достроить все начатые объекты. Мы с вами много раз на этот счет говорили. И, конечно, ни в коем случае не создавать появление новых обманутых дольщиков. И прошу правительство и Банк России сделать все, чтобы сохранить темпы выдачи ипотеки для обеспечения непрерывной работы строительного сектора. Вы сейчас только что упомянули о результатах прошлого года. Нужно иметь это в виду и вот эти достижения, эту планку, и исходя из этого двигаться дальше. Спасибо большое. Пожалуйста, Чуприян Александр Петрович, о ситуации с беженцами, имею в виду выплаты, размещение, обучение школьников, студентов, эпидобстановка. Пожалуйста. Эпидобстановка. Уважаемый Владимир Владимирович, с начала эвакуационных мероприятий через 8 пунктов пропуска на территорию Российской Федерации прибыло более 213 тысяч человек, в том числе около 50 тысяч детей. Большая часть эвакуированных следует к родственникам и знакомым самостоятельно. На сегодняшний день на территории 30 субъектов Российской Федерации в 278 пунктах временного размещения находится более 18 тысяч человек, в том числе свыше 9 тысяч детей. Наибольшее число эвакуированных размещено в Ростовской и в Воронежских областях. Кроме того, в регионах страны подготовлено свыше 700 пунктов временного размещения, которые способны принять более 55 тысяч человек. На сегодняшний день на пунктах пропуска продолжают работа 2 городков жизнеобеспечения МЧС России. Они используются для отдыха и обогрева прибывающих. Здесь же формируются организационные группы для их последующего
доставки в пункты временного размещения. Доставка эвакуируемых из Ростовской области в ПВР на территории других субъектов на начальном этапе осуществлялась автомобильным транспортом. В дальнейшем я хочу особо поблагодарить АО РЖД за оперативную работу. Нам удалось задействовать железнодорожный транспорт. Данная мера позволила разгрузить социальную и транспортную инфраструктуру Ростовской области, а также расширить географию размещения эвакуированного населения. Всего с начала гуманитарной операции железнодорожным транспортом перевезено почти 13 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей. Кроме того, сегодня утром на родину спецрейсом отправлены 206 граждан Турецкой Республики. Еще 13 граждан иностранных государств размещены в ПВР, и по линии МИД решается вопрос об их отправке домой. Уважаемый Владимир Владимирович, к работе в пунктах временного размещения привлекаются сотрудники МЧС России, органов местного самоуправления, организаций учреждений регионов, а также волонтеры общественных организаций. Всем пострадавшим оказывают помощь в оформлении документов на получение денежных выплат, а также медицинскую помощь. Медицинскую помощь получило около 10 тысяч человек. Для оказания юридической помощи эвакуированным Минюстом России в ПВРах организована работа мобильных бригад. С пострадавшими в круглосуточном режиме работают психологи МЧС России, организована работа горячей линии. Уже буквально на второй день сотрудниками Роспотребнадзора под непосредственным руководством Поповой Анны Юрьевны организовано тестирование всех размещенных ПВР на COVID-19. При получении положительных результатов люди размещаются в отдельных помещениях на базе ПВР или направляются в медицинские учреждения, где получают необходимое лечение и уход. Эвакуированные дети школьного возраста получили возможность не прерывать свое обучение и продолжают занятия как с помощью технологий дистанционного обучения, так и непосредственно в местных школах. Таких сейчас 13 162 ребенка учатся в российских школах. В соответствии с распоряжением правительства для нужд эвакуированного населения силами МЧС России из Росрезерва уже 24 февраля было доставлено 280 тонн грузов, в том числе палатки, мебель, продукты, питание, стройматериалы, постельная принадлежность и предметы первой необходимости. Одновременно с этим по всей стране организована власти субъектов общественной организации была развернута масштабная кампания по сбору гуманитарной помощи пострадавшему населению. Общий объем таких грузов, доставленных в ПВР, составляет более 200-400 тонн. Большую помощь в этой работе нам оказывают волонтеры и добровольцы. И за это им огромное спасибо. Также на безвозмездной основе всем нуждающим были оформлены сим-карты со стартовым балансом, которые были предоставлены крупнейшим российским операторам. Кроме того, Министерством совместно с органами власти субъектов проводится работа по осуществлению единовременных финансовых выплат пострадавшим. На сегодняшний день заявление на оказание разовой финансовой помощи подало более 35 тысяч человек. Выплаты получили свыше 30 тысяч человек на общую сумму свыше 304 миллионов рублей. Всего к работе по обеспечению эвакуированного населения привлечено свыше 8 миллионов тысяч человек и 2000 единиц техники. В настоящее время люди продолжают прибывать, ежедневно пересекают границу свыше 6 тысяч человек. Всем прибывающим оказывается необходима помощь, нуждающиеся современно направляются в пункты временного размещения, сил и средств достаточно, проблемных вопросов нет. Уважаемый Владимир Владимирович, МЧС России готова к выполнению любых задач. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Петрович. Я бы хотел сейчас обратиться к нашим гражданам, к тем, кто оказывает такую помощь беженцам, поблагодарить всех граждан России за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке.
8 лет, бесконечно долгих 8 лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли. В этих условиях живут с крысами 8 лет. Но это был действительно просто наш долг — поддержать этих людей, помочь им. Другого пути уже не было. Нам не оставили никаких других шансов решить этот вопрос как-то иначе. И то, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит. Это говорит о том, что в целом люди поддерживают наши действия, и говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс. Что бы хотел сказать в завершение? Мы сейчас с вами обсуждаем вопросы, связанные с преодолением последствий санкционной политики в отношении России и российской экономики. Хочу еще раз подчеркнуть, нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились, так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет. Более того, даже после развала Советского Союза еще многие санкции, ограничения, так называемые Кокомовские списки, и не прекращали свое действие, а были введены еще в отношении Советского Союза. Так они действовали в отношении Российской Федерации бесконечно. Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период. Но санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. И в конце концов все это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета. Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком состоянии, жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было бы произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что благодаря, в том числе и членам правительства, нашим компаниям, как я уже говорил, ведущим, мы эти все трудности преодолеем. Я хочу вас поблагодарить за те предложения, которые были сформулированы, за те решения, которые были до сих пор приняты, и нисколько не сомневаюсь, что мы достигнем тех целей, которые перед собой стоят, в данном случае в экономике, имея в виду и повышение, как я уже сказал, уровня экономического суверенитета. Спасибо большое.